Бисмиллахир-рахманир-рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Дорогие братья и сестры, представьте, что у вас внезапно умер ваш ребенок. Либо ваш муж или жена, ваши родители. Представьте, что у вас умер самый близкий для вас человек. Что вы чувствуете в этот момент? Знаете ли вы, как много людей и по сей день сталкиваются с этим состоянием? За предыдущий 2020 год на территории нашей республики произошло почти 1500 ДТП, в которых умерло 312 человек, 17 из которых дети, родители которых столкнулись с очень страшной, ужасающей новостью. И все это происходило по разным причинам, в большинстве своем происходило по халатности водителей. Да, безусловно, мы знаем, что все происходит по воле Всевышнего Создателя, и бывают ситуации, в которых сложно найти виноватого, происходит стечение обстоятельств и, как говорится, несчастный случай. Но большая часть этих аварий происходит из-за водителей, которые наглым образом нарушают правила дорожного движения, которые абсолютно ни о чем не задумываясь, превышают скорость, выезжают на встречную полосу, лихачат на дорогах в поисках очередной порции адреналина. И я уверен, что каждый из этих водителей, который нарушает таким образом правила дорожного движения, в тот злополучный день, садясь за руль, никогда бы не подумал, что сегодня он станет причиной смерти человека, что он принесет в чужую семью страшное горе. Так почему же мы каждый день с вами наблюдаем в сводках новостей эти ужасные кадры, но тем не менее продолжаем совершать эти же поступки? Почему мы с вами не учимся на ошибках других людей? Неужели от наших рук обязательно должен умереть человек, чтобы мы с вами начали наконец-таки задумываться об этом? Я рекомендую каждый раз, когда садиться за транспорт, произносить слова «Бисмиллахир-рахманир-рахим» и сердцем попросить Всевышнего сохранить нас от всякого вреда и сохранить людей от нашего вреда. Пусть Всевышний сохранит всех нас и не даст нам причинить малейший вред окружающим людям. Альхамдулиллахи раббил алямин.